Но это неправильно. Так проще, но это неправильно. Лучше все-таки не плыть по течению, куда тебя вынесет, а стараться грести туда, куда ты хочешь выплыть. Вот так вот, я считаю. В садик тебя отвели. Блин, тут даже вот это ничего не изменилось. Вот как было. Показать, что мы находимся прямо на берегу Финского залива. «4 января у нас сегодня. Сегодня погода солнечная, решил прогуляться, показать немножко свой район. Ну, чуть-чуть дом. Вот дом такой вот тут у меня. Дом, где я вырос. Закончил школу тут, в Сосновом Бору. Школа там, сейчас тоже прогуляемся. Вот так вот, 5-й этаж у меня тут, балкон. До школы идти минут 5 вот туда. Вот на этом камне маленькие лазили постоянно. Он для нас казался гигантским. Надо было карабкаться, чтобы на него залезть. Лавочки, мы тут тоже сидели, играли на гитаре, тусовались. И друзья тут в разных домах живут, тут, в этом доме. Ну так вот, с утра вышел и пошел в школу. С рюкзачком, с учебниками, со сменкой. А это, кстати, мой детский садик. Вот у меня ностальгия. Вот оттуда я выходишь, чек из дома, пришел, в садик тебя отвели. Вот, блин, тут даже вот это ничего не изменилось, вот как было. Центральный вход. Школа, получается, вот дальше идешь. И вот она. Школа номер 6. Вот это была пирожковая. Ну, ее, по-моему, достроили. Немножко она по-другому выглядела. Здесь продавали вкусные пирожки с повидлом. Ну и вот школа родная. Тоже ничего не изменилось. Вот как была, так и есть. Ну, только забор поставили. Раньше даже забора не было. Теперь внутрь не пробраться. А раньше вот это все открытая территория. Можно было мимо ходить, гулять. В школе самой прийти. Да, прикольно. Казалось бы, так давно это было. Вот сколько я школу закончил в 2000 году, получается, 11 класс. Это уже у меня выпуск 20 лет будет в этом году, походу, получается. Время летит. Вот про что я все время говорю, что время просто утекает неумолимо, и вы все это ощущаете, это 100%. Все понимают, что чем старше становишься, тем быстрее летит время. Я вот задумался, почему, когда ты молодой, когда ты ребенок, у тебя время идет дольше, а когда ты уже взрослый, оно летит. Да потому что мы погрязаем в рутине. Просто у нас жизнь становится однообразной, и у нас все действия одни и те же. Тын, проснулся, встал, посижу, пошел на работу, вернулся с работы, лег, полежал, поел, там что-то там, может быть, на спорт сходил. И все так вот зациклено, однообразно, и жизнь теряет просто какую-то насыщенность эмоциями. А ребенок, он же познает мир. Для него каждый день это какие-то новые события, новые открытия. И поэтому вспомните, вот вы когда были детьми, действительно же год там школьный тянулся долго, потом нас отвозили в Воронежскую область к бабушке, там 3 месяца казались вечностью. И так вот, ну, жизнь нормально шла, тянулась. А сейчас просто год проходит просто. Единственное, что вот я сейчас вот сравнил свой 19-й год, который сейчас у меня прошел. Он прошел очень насыщенный для меня. И год действительно тянулся. Достаточно так интересно. Вот и это еще раз подтверждает мою теорию, что мы должны насытить свою жизнь эмоциями, должны сконцентрироваться на жизни. То есть не просто так, чтобы она мимо мелькала, а мы там отключаем голову, допустим, едем в дороге, где-то в транспорте каком-то там, либо что-то делаем, все рутина. А именно стараться концентрироваться на вещах, познавать, продолжать мир познавать вокруг себя. Даже просто идешь по улице, обращаешь внимание, вот стоит памятник. Вы же даже наверняка на тех маршрутах, которых постоянно ходите, вы детали не вспомните никакие, что находится там, мимо чего вы проходите. Потому что вы, не концентрируетесь. Ну, я особенность. У меня это еще сильно выражена проблема с концентрацией, с вниманием. Есть у меня такое. То есть, рассеянность, это у меня такая вот по жизни штука. Мои друзья знают. То есть мне еще сложнее в этом получается, чем кому-то другим, у кого более там внимание сконцентрированное. Но я пытаюсь над этим работать, и действительно, чем больше ты в день концентрируешься на разных вещах свое сознание и откладываешь их в памяти, тем у тебя день кажется насыщенным по результату. Ведь что такое время ощущения? Я так понимаю, вот я так сделал вывод, что это события, которые запомнились в течение дня. И чем больше этих событий, тем больше этих эмоций, которые запомнились, тем день кажется дольше. То есть это вот как раз его объема получается. Если так насытить каждый день, у нас каждый день будет дольше идти, и, соответственно, жизнь наша станет длиннее. Вот
Вот такая вот у меня теория. На самом деле, я вот по себе тоже сейчас открыл это в себе и по себе понимал, что мы все-таки считаем себя бессмертными. Как ни крути, вот просто задумайтесь и подумайте, что для нас смерть это что-то где-то там. Вот все-таки эту тему нельзя обходить стороной, если мы хотим качественно проживать свою жизнь. Мы должны осознать, что это может настигнуть нас в любой момент. А как раз из-за того, что мы считаем, что это где-то там далеко и не с нами, и никогда не произойдет, это считается, ну, называется эффект бессмертности. Эффект бессмертия, можно так, я вот это называю. То и мы и время не ценим сегодняшнее. Нам кажется, сегодня день такой, завтра еще будет такой, еще много таких дней, я их прожгу, а там потом, ну, когда-нибудь займусь делами какими-то важными, полезными, использую. Нет, так нельзя. Нужно понимать, что каждый день, каждый, который мы проживаем, его нужно использовать с максимальной пользой, потому что мы не знаем, что нас ждет завтра. Я еще и сам этому учусь, мне это не так просто. Учусь, делюсь с вами тем, что я осознал, тем, что я пытаюсь спроецировать на себя, на свою жизнь. Да, не просто. Бывает это тяжело, это напряжение, психологическое напряжение. Так вот постоянно думать. Хочется просто расслабиться и пусть жизнь течет и тащит тебя по течению, куда хочет. Но это неправильно. Так проще, но это неправильно. Лучше все-таки не плыть по течению, куда тебя вынесет, а стараться грести туда, куда ты хочешь выплыть. Вот так вот. Я считаю. Ну ладно, немножко пофилософствовали. Представим, что кончились уроки, и мы радостно бежим домой. С рюкзачком, с друзьями. Дорогу мы знаем. Прямой путь. Солнышко сегодня выползло. Надо съездить на пляж. Там, наверное, должно быть красиво. Сейчас. А то так и не доберусь. В темное время суток уже неинтересно. Сейчас засек время, таймер включил. Сколько до пляжа займет. Хочу показать, что мы находимся прямо на берегу Финского залива. И до берега, до пляжа городского рукой подать. Вот, в принципе, мы же едем прямо. Вот там дальше пирс городской. Если дальше туда уехать, то есть, в принципе, вот до пирса. Вот у меня сейчас я еду 2,5 минуты. Еще минута, я уже на Финском заливе. Ехать до пляжа 5 минут. А вон городской пляж. Вот туда я же хочу доехать. Так что можно сказать, что Сосновый Бор это курортный городок. Давайте на пляж съездим. 6 минут получается, если от дома ехать до сюда. У нас город крутой, на самом деле, Сосновый Бор. У нас он очень зеленый. Посмотрите, мы идем сейчас на мост через реку. Такая вот речка. Зимой не пахнет, как вы видите. Совсем. Вот пирс. Вот мы сейчас там были. Вот я проехался и сюда. А дальше на пляж. Сейчас дорога идет. Здесь кругом песчаные дюны такие. Ветрено тут. Представьте, как здесь круто летом. Песчаные пляжи. Погода когда теплая. Люди везде загорают, отдыхают. Город Сосновый Бор не зря называется Сосновый Бор, потому что построен он на месте Соснового Бора. У нас тут очень много сосен везде. Вокруг. Встретил одноклассника Макса Буковского. Он с женой, с детьми гуляет. Вот атомная электростанция там вдалеке. Все, погулял, теперь просто покатаюсь по городу. Вспоминаю места, в которых я очень часто был, очень много разных историй. Кстати, вот еще в центре города у нас есть такие два больших островка лесной зоны. То есть вот один, там внутри котлован находится. Сейчас я на него прогуляюсь, наверное, схожу. Тоже интересно. И
вот получается впереди второй островок. Тут тоже такая лесопарковая зона. Вот они разделены дорогой. Ух ты, тут что-то новенькое сделали. Парк Белые Пески. Прикольно, этого не было. Раньше тут был парк аттракционов. Сейчас, смотрю, все разобрали. Ух ты, какая инсталляция интересная. Подсветка тут, смотрите, как интересно. Надо в темноте здесь погулять. А тут такая дорожка прогулочная тоже. Мне больше нравится вот эта тема. Котлован. Здесь мы маленькие все время ходили на горке кататься. Давайте заберемся, посмотрим. Очень прикольно, такая вот лесная зона. Прям в городе. И вот дома уже идут. Дорога, дома. Мне это всегда нравилось. Люблю такие штуки. Сопки. Мы рано. Да? Вот такое вот тут интересное местечко у нас. По идее, сейчас зимой должны быть тут горки. Должны кататься на ватрушках. Развлекаться. Сейчас мы с вами сходим еще в одно очень интересное место. Наверное, самое популярное место для туристов города Сосновый Бор. Итак, перед вами Андерсенград. Находится прям рядом. Вот сейчас мы были на котловане. И вот здесь вот. Это у нас бассейн с фонтанами. Вот дельфинчики. Такие. В старом европейском стиле исполнен. Андерсенград. Красивое место. Вот русалка. Когда к нам приезжают гости, мы ходим гулять именно сюда. Ну и очень много здесь в детстве провели время, лазили тут везде. В принципе, знаю каждый уголок. Это кафешка. Здесь можно поесть вкусное мороженое. Если они работают, можно зайти ежедневно. Не, сегодня без мороженого. Вот у нас царь Пушка. Ну, а это сам Ганс Христиан Андерсен. Вот туда раньше можно было залезть наверх. Эти дверцы были открыты. Даже было очень интересно полазить. А потом все стали использовать это место как туалет. Поэтому все позакрывали. Так вот там на балкончике можно было вылезти. Вот во все такие башенки можно было раньше зайти, подняться по ступенькам наверх. А, тоже закрыли. Раньше вот этот театр, мы тоже тут сидели, тусовались. Это была небольшая экскурсия по моему родному городку, по Сосновому Бору. Представьте, как здесь летом, когда все зеленое. Вообще красота. Я раньше очень любил вот так вот. Я жил-то в Питере, я приезжал сюда к родителям на выходные в основном. И мы с друзьями собирались, просто вот ходили, гуляли по городу, когда глаза глядят. И круто, что вот, ну, и город красивый, и гулять всегда приятно. И прикольно, что ты всегда можешь встретить кого-нибудь на улице из своих старых друзей, знакомых, кого много лет не видел. Такие приятные встречи. Может, сегодня вечером погуляю, кстати. Также, конечно же, все эти увеселительные прогулки сопровождались еще и пивасиком, и еще какими горячительными напитками. От этого они казались еще веселее. И я не стесняюсь об этом говорить, потому что не хочу идеализировать свой образ. Раньше я вел не совсем правильный образ жизни. Хотя всегда старался быть хорошим человеком, но вот отношение к себе, отношение к своему здоровью, дурные привычки, это все было не на высоком уровне. Но я сейчас рад, что я избавился от этой дурной вредной привычки. И не устану советовать и рекомендовать это всем остальным сделать то же самое. Без этого жизнь гораздо круче и насыщеннее. Как показал мой опыт. Советую всем остальным тоже делать то же самое. И вы увидите, как качество вашей жизни улучшится в разы.
когда сможете избавиться от всех дурных вредных привычек и начать жить правильно. Правильно относиться к себе, к своему здоровью, к своему мышлению, ко всему. Вот так. Добрался наконец до Юрика. Юрец, я иду. Семья Мельниковых, Юрик, Вика. Двое детишек у них, двое сыновей. Уже. Вот оно, наше будущее. Знакомьтесь, Юрец, дай краба на камеру теперь. Вот у него двое детишек. Фома Юрьевич и Юрий Юрьевич. Передай всем привет. Привет. Вику пойду тоже сниму, покажу. Вика, я иду тебя снимать. Хозяюшка. Привет. Привет. Милый, ты чё? Что ты ее пугаешь? Палку. Тихо, 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 мило, фу. Она палкой испугалась, да? Успокойся, сказал. Страшно. Что вечерком добрались с сестрой, с Леной, с Вовой, с Костяном посмотреть на парк Белые пески. Сейчас каждый второй хочет быть блогером, понимаешь? Дети все хотят быть блогерами. Много гуляют. А дети это поколение блогеров. Поколение да, блогеров, да. Я сегодня к друзьям ходил, он хочет быть блогером. Он хочет быть блогером. Все Да, говорят. конечно, хотят делать, ни хрена не надо, снимаю. Ни хрена не надо? Ты мне это будешь рассказывать? Ну-ка заценим реализацию. Может было получше, конечно, да, все подсветить. Юрян, можно снимать фильмы какие-нибудь ужастики? Ужастики, да, можно снимать? Особенно Детские. твое лицо на зеленом фоне. А так, да? Люди идут гулять. Это такой. Так, у нас семейная поездка в Питер. Сегодня у нас туман. Вот с Леной, с Василисой. Едем, Василису видно, там не видно. Поснимай ее. А я не вижу, да что я снимаю? Она тоже хочет снимать. Тоже хочешь снимать, Василис? Там не видно будет ничего. Едем в Питер погулять по магазинам. Завтра я уже улетаю. Сейчас дадим тебе кисуль. Так что вот мы вот с сестренкой, с племянницей денек сегодня проведем в Питере. Интересно. Ну что, сегодня крайний день, завтра улетаю. Собрал толпу друзей. В баньке у нас. Сидим. Мы все актеры. Все актеры. Харт вон сидит. Михалыч, покажи. Играем в новую игру, называется «Давление». По-моему, кто-то победил у нас. Не, на самом деле, если вот так сейчас. Тут еще прикольная фигня. Там, типа того, что как бы это... Потому что она оставляла мозг действовать в нужном русле. Кто-то наш продвинулся, мозг развит и так далее. Идем купаться. Да. Вода холодная. Я не настолько распорился. Нормально. Гарик. Сейчас забегай сразу в это самое. Все. Вот это жестко придумал. Ну как оно? Оставил чуть-чуть. Хотел все вылить, но отлично. Да мало, я бы сейчас что-нибудь окунулся бы в какую-нибудь такую нормальный пруд. В прорубь можно было. Ну это я сейчас скоро, через недельку-две. Какую прорубь, На Гарик? Крещенские морозы. Плюсовая температура Ну, в не Санкт-Петербурге. Ты же знаешь, где я буду завтра. Ну все, прибрались. Чистенько. Идем к новой жизни. Старая не должна тянуть. Не надо думать, вспоминать о том, что у тебя там где-то оставил, если ты сейчас там не находишься. Все нормально, все отлично. Здесь убыло, а там прибыло, правильно, Костян? А что, как место в итоге? Пахнет нормально, да? Ты меня, короче, извини, что я тебя так подорвал. Я такая блестящая после бани. Нормально, да, это жесткая тема, конечно, я подниму. Вы тоже блестящая. Тоже блестящий, да? Короче, Тестируем, давай. надо кусок Гарри просто. Я еще правильной стороной положила. Я Сельку мы сальцем запеклось положила. вообще нормально. Там черносливчик. 5 часов, короче, готовил. Смотри, там вообще побулькивает. Похоже, это просто Мне огнище. кажется, это просто... давайте, Я накладывайте. так давно хотела Накладывайте. это приготовить. И наконец. Я готов. Вау. Ой, оно прям тает, да? Слушай. Это ты... Это так- на так- себе так себе. Давай это достанем. Мы себе сами накладываем, вот ты еще не А. понял? Я уже В посмотрел смысле, себе вы еще кусочек. хотели больше? Вот это или лук. Картошка. Вау. Она вся в мясе, прикинь, короче, пропиталась. Просто Вау. картошка, сваренная в мясном бульоне. Да, это самое лучшее. Нормальная тема. И она 5 часов варилась, представляешь?
И, кстати, хорошо выглядят для 5-часовой. Ну что, пришло время собирать вещи. Мама мне вкусняк всяких, тут целую сумку. Мед, всякие травы, сушеные овощи. Мамуль, спасибо. Витаминами обеспечивает, по крайней мере, Мальчик был здоровый. на зиму, да. Чтобы Василиса, всё было. помаши нам ручкой. Я сегодня уезжаю скоро. А пап меня повезет в аэропорт. Папа еще проводит. Ну ничего, по-домашнему, пап, нормально. Все. Сестры только не хватает, сейчас она приедет. Сестры такая. Провожать будет. Ой. Листья домашней смородины с дачи. Помимо всяких чаев. В общем, витаминами обеспечен. Ну все. Давайте, все. Пока. Василиса. Вася. Пока, Игорек, счастливейся. Все, давайте. Буду побежала я. наблюдать за полетом. Давай, пока. На дачу еще заехали. Да, я взял ключи. Так, ничего не забыть. Ноутбук, сумки. Якутия, встречай, скоро буду. Ну, здравствуй, Якутия. Приездом. Я вернулся. Тепло? 33 градуса сегодня, да? Не холодно? Пока нет. В том году же я приезжал, 45 было. 46. Сейчас совсем по-другому ощущается приезд. Понял, что соскучился, когда сюда летел. Как нехорошо было дома, но очень хотелось быстрее вернуться. Ну что, новый сезон, так сказать, начинается, да? Да. Новый сезон с новыми силами. Идей много, мыслей много. Будем работать еще плотнее, чем в 19-м. 20-й будет вообще мощным. У меня от него большие ожидания. Ой, лицо уже щипет. Щиплет? Я балаклаву где-то спрятал. Ну все, до встречи в новом сезоне. Якутия 2020. Всем пока.